Первый турнир по этому виду спорта был в 1949 году. Кстати, оба турнира выиграли советские команды. И я не про футбол. Гора новостей в школе номер 141 на турнире по волейболу. Соревнования организовала Уфимская школа волейбола Уфа-Волей. В турнире участвуют как подготовленные игроки, так и начинающие. Рома, расскажи, как проходят игры. Ну, игры проходят обычно в 2 партии по 15 очков. Люди стоят в 6 позициях и играют. Если одна команда выиграет одну партию, а другая вторую, то начинается 3-я партия на 15 очков еще. А вы уже играли? Да, мы играли в начале. Мы сыграли с Черниковкой. Там было 3 партии, потому что в первой партии мы проиграли, потому что мы не успели разогреться. Во второй партии мы выиграли, там был отрыв пару-тройку очков. А в 3-й партии мы вышли победителями с 2-кратным отрывом. Перед началом игры участники разминают подачу и прием мяча. Все играют на высоком уровне, и чтобы мяч упал на территории соперника, надо очень постараться. У каждой команды есть своя стратегия. О тактике своей команды расскажет нам Денис. Денис, расскажи про свою команду. Ну, в основном у нас играют с примерно 7-х, и там еще есть парочка 9-х, насколько я знаю. Я играю на позиции нападающего в 4-й зоне. У вас получается микс-команда? Да, такие очень часто проводятся не только у детей, но и у взрослых. В первом турнире играли только уфимские команды, то уже к этому турниру подтянулись не просто из каких-то районов отдельные, именно Уфа-Волей, еще там зал с Олимпийского резерва и из Кушнаренковского района. В соревновании принимают участие спортсмены из разных районов Уфы. Всего 6 команд: Черниковка, Центр, Сипайлово, Затон и 2 команды от школы Олимпийского резерва. Все волейболисты стараются, чтобы его коллектив одержал победу. Мы будем поддерживать команду, ведь у них трудная задача. Волейбол – спорт, который требует ловкость и выносливость. Участники этого турнира получат незабываемые эмоции, а кто-то даже титул победителя. Тимур Ежов, Татьяна Никитина специально для Горы новостей.